Казань. В июне водитель средь бела дня на ровной дороге вдруг съехал к обочине и сбил человека. Как одна из причин – сон за рулем. К дальней дороге готовят спальное место Ревкат Вафин. Автобус водит 33 года. Регулярные рейсы в Москву, Крым, Абхазию. Говорит, в дороге бывает всякое. И у него свой способ не заснуть за рулем. Семечки, орехи. Отвлекает, вот знаете, от сна очень хорошо отвлекает. По закону, каждые 4 часа водителя в автобусе должен менять напарник. Теперь за режимом труда и отдыха следит и тахограф. Эта карта называется карта водителя. Тут все вот мои фотографии. Сколько часов я день я отработал. Все в этой карте пишется. Проблемами сна водителей в Татарстане всерьез занялся Минздрав, запустив проект «Не спи за рулем». Обеими руками за и ГИБДД. Ежегодно происходят дорожно-транспортные происшествия, в которых у нас гибнут люди по причине того, что водители не соблюдают режим труда и отдыха. Среди этих водителей наверняка есть и те, которые страдают заболеваниями сна. С начала проекта уже 1500 водителей прошли анкетирование. Во сколько вы ложитесь, просыпаетесь ли бодрым и не хотите ли спать в течение дня? 80 вопросов, 80 честных ответов. Все, чтобы понять, страдает ли водитель нарушением сна. На исследование сна отправляются водители, по анкетам которых можно заподозрить патологию. Одно из самых опасных расстройств – апноэ сна, при котором в мозг не поступает достаточно кислорода. Это храп, который сопровождается остановкой дыхания во сне. Из-за этого мозг не отдыхает в ночи и засыпает во время вождения автомобиля. Цель проекта – не лишить людей рабочих мест, а помочь им справиться с заболеванием. В нем примут участие не только казанские водители, но и транспортные предприятия Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Лина Зинатульна, Мирзалюшев, ТНВ, Казань.